Хемия ходую, аджима перу он халату, на музыкальный ялушу, вы он музыку включите, под это делают, вот она рассчитана. Во время реконструкции использовались самые современные материалы. Архитектурная особенность этого сооружения – местные породы камня. Авторам проекта удалось передать, так сказать, войнацкий колорит. Может быть, поэтому фонтан смотрится в сквере очень даже естественно. 93 квадратных метра городской площади теперь радуют взрослых и детвору. Еще немного давления в гидросистеме, чтобы увеличился напор воды, и место у фонтана станет самым популярным среди отдыхающих. Если вы окажетесь неподалеку от сквера журналистов в вечернее время, не поленитесь заглянуть сюда. Фонтан в своем ночном обличии еще прекрасней. Секрет в подсветке. Еще одним романтичным местом стало больше, а всего в столице республики около полусотни фонтанов. Похоже, что пройдет совсем немного времени, и Грозный станет городом мечетей и фонтанов. Элина Дадаева, Асхаб Зайнулаев, Ваха Кантаев, новости. Сезон комаров в самом разгаре. Для меня, например, откровенной новостью стало то, что эти существа разделяются на горожан и сельских жителей. Те, что предпочитают жить в подъездах городских этажек, опасны для человека лишь укусами. Насекомые из периферии могут занести вам серьезную инфекцию, предупреждают эпидемиологи. Ну а что необходимо сделать, чтобы предотвратить последствия контактов с комарами, расскажет Разита Мутиева. Как начинается лето, от комаров просто некуда деться. Невозможно даже дверь открыть. Посмотрите сами. Этот неприятный писк и настойчивые попытки вас укусить наверняка знакомы каждому. Все это вызывает активное противодействие со стороны жертвы. И хорошо, если оно заканчивается с победой. А если нет, то бессонная ночь вам обеспечена. Удивительно, но эти кровопийцы словно запрограммированы и попадают точно в цель. Они распознают жертву по выдыхаемому углекислому газу. Самыми злыми и надоедливыми бывают только комарихи. Именно они выпивают по каплям нашу кровь, вслед за укусом которого появляется ужасный зуд. И, наконец, возможность получить какую-нибудь инфекцию. В последнее время их количество особенно превысило. Существует версия, что комары переносят до 50 вирусных заболеваний. Естественно, комары в свое время приносили огромный ущерб здоровью населения и народному хозяйству. Определенные этапы человеческого общества, развития человеческого общества, малярия была доминирующим инфекционным заболеванием. Известны, значит, три формы малярии: тропическая малярия, трехдневная малярия и четырехдневная малярия. На территории Чеченской Республики малярия в основном завозная. Местных случаев малярии нет. Что же делать, когда злостный комар уже нанес свой укус, и зуд не прекращается? Сегодня в аптеках существует множество современных средств, о которых многие даже и не знают. Есть много средств для защиты от комаров, но непосредственно после укуса надо нанести следующие мази: доктор Мом, бальзам золотая звездочка. Среди комаров, обитающих на нашей территории, выделяют два вида – анофилис и куликс. Что же касается стран Юго-Восточной Азии, здесь эти насекомые имеют более опасный характер. Например, от укуса желтого лихорадочного комара человек может заразиться опасной для его жизни лихорадкой. К счастью, у нас таких насекомых нет, и опасаться нам пока еще особо нечего. Разит Мутиева, Резван Абдулмуслимов, Заур Магомадов, новости. На этом выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание и желаю вам всего доброго. Надя Келышева. До свидания.